Я продолжаю писать карту дня на 12 октября. Мы смотрим следующие 6 знаков зодиака от весов до рыбок. Кому нужны первые 6, это от овнов до дев. Есть ссылочка под этим видео в описании. Вы можете пройти и по тайм-коду найти свой знак. А мы смотрим события для весов на 12 октября. 12 октября это у нас вторник. Покажите мне события для весов на 12 октября. Весы. Вторник. 12 октября. Угу. Застолье у вас может быть во вторник какое-то. Злые языки. Может быть, вот на этом застолье будут люди, которые вам завидуют, испытывают к вам неприязнь, знаете, сплетничают о вас. Ссора не получается, застолье держит. Так, смотрим дальше. События в доме. Это какой-то праздник у вас или у родственников, да, то есть в доме не обозначает, что прямо у вас в доме. Это означает, ну, как бы в роду. Какой-то праздник. Ну, вот, может быть, вы там, да, устроите застолье, и вот как раз кто-то из родственников, скажем так, мягко говоря, вас не любит. Корона. Какой-то человек очень важный, имеющий власть, имеющий положение в обществе, состоятельный может быть. Но это вот официальное лицо какое-то. Например, судья, адвокат, врач, учитель, да, то есть, ну, вы поняли, госслужащий какой-то. Вы можете с ним встретиться в этот день. Так, сейчас я проверю периметр еще. Я пока повода здесь не вижу, конечно, с ним встречаться. Тут у вас вроде как праздник какой-то. Ну, мало ли. Может быть, вам надо какие-то документы сдать в этот день. Так, здесь нет. Нет совпадений. Нет. Не вижу. И есть еще месть. Да, можно месть еще сделать. Месть это может быть либо конфликт какой-то. Ну, слушайте, очень плохо, что выпадает рядом с этой короной. Может быть, вы там с кем-то будете ругаться где-то в каком-то госучреждении с каким-то госчиновником. Вот иногда так может еще проигрываться. Но это какой-то прям очень серьезный человек, да. Тут вот как бы ругаться с ним нежелательно, я бы так сказала. Ну, хорошо, может быть, вы его, да, и не боитесь. В общем, что у вас получается? У вас однозначно получается какое-то застолье, события в доме. Застолье, события, злые языки могут присутствовать на этом событии. Так что вот обратите внимание, если, да, вот действительно будет какое-то такое мероприятие, такое наметится. Вот посмотрите на ваше окружение. Кто так вам там, кто-то очень завидует вам. Возможно. И отдельным событием идет встреча с каким-то важным официальным лицом, и у вас либо через конфликт вы встречаетесь, например, у вас суд, да, месть, вы с кем-то на конфликте, и этот человек, скажем так, разрешает этот конфликт. Может еще так проигрываться, что не с ним, а он как бы разрешает какое-то разногласие, да, или какой-то спор между вами и кем-то. Вот еще так может быть.
Так что вот такая информация у меня для вас. Весы. Такой интересный день. Благодарю за внимание. Переходим к скорпионам. Посмотрим, что скорпионам день приготовил. Так, скорпиончики. 12 октября. Скорпиончики, 12 октября. Так, смотрим. Какая-то тайна. Вычислите какой-то секретик. Или еще иногда замок показывает, что что-то закрыто. Вам куда-то надо, а в этот день там закрыто. Да, ну или не можете попасть. Ножницы, решится какой-то вопрос у вас в этот день. Приглашение на торжество получаете, куда-то позовут. Довольны, счастливы. Ну, тут понятно, да. Решается какой-то вопрос, куда-то приглашают. Поэтому хорошее настроение. Победа еще есть. Ну, победа — это как бы решится дело, и победа, да, они могут быть где-то пересекаться, скажем так, эти события. Может быть, у кого-то, если какие-то соревнования в этот день, очень хорошо, когда победа выпадает. Или, допустим, тендер, да, вы с кем-то соревнуетесь за место, за какое-то. События в месяце, что-то, что с вами каждый месяц происходит, может произойти. Ну, это не обязательно 12, это может быть 11, 12, 13, да, вот эти вот плюс-минус один день. Что-то вот, какое-то событие, которое вы знаете, что точно происходит в этот период. Так. Проверяем сейчас периметр, я посмотрю еще. Неприятность еще есть, представляете? Еще и неприятность. А вот может быть неприятность закрыта. Замок. Что-то закрыто. Так, здесь нет. Нет совпадений. Не вижу. Нет. Нет. И здесь нет карточки, мы не можем проверить. Значит, получается, событий много, называю вам. Что за события? Однозначно решается какой-то вопрос у вас, победа за вами. Да, вот результат у вас хороший будет в каком-то вопросе. Вы счастливы, довольны, еще можете приглашение получить куда-то. Событие в месяце будет и неприятность. Неприятность, но обычно эту неприятность можно избежать, да, то есть это что-то мелкое.
И чаще всего зависит от нас, да, то есть вот замок часто показывает, что-то связано с ключами, может быть, закрыто, что-то закрывается, да, а вы не обратили внимания. Либо еще бывает пароль, какой-то код, сигнализация, да, вот если у кого в квартирах. То есть это вот какие-то вопросы с замками, ключами, вот может быть намек такой, да, что неприятность будет связана с вот замками. Обратите внимание, в машине замки, где это еще, что это еще может быть, двери, да, вот что-то из этой серии. Вот будьте просто внимательны, бдительны, аккуратны, да, когда вы ходите, все проверяйте, перепроверяйте за собой, и, возможно, тогда вот избежите этой ситуации. Ну, однозначно, даже если она и произойдет, у вас здесь выпадают классные два события, это ножницы и победа, да, то есть по-любому эта ситуация решаемая, по-любому. Просто вот, ну, затянется во времени, да, немножко нервы потрепет, а так, в принципе, думаю, что это вопрос решаемый. Так что скорпионы на чеку 12 октября. Скорее всего, это первая половина дня. Это вот прям утром, да, когда выходим из квартиры, да, и вот какое-то такое происходит событие. Так что смотрите, будьте внимательны. А обычно с утра, да, в попыхах куда-то выбегаем, невнимательно, не успеваем, и поэтому вот потом происходят такие неприятности. Хорошо, благодарю за внимание. Переходим к стрельцам. Так, стрельцы. События для вас. Смотрим, что там намечается у вас 12 октября. Стрельцы. 12 октября. Вторник. События дня для стрельцов. Покажите. События дня для стрельцов. Ага, смотрите, сразу ножницы. Решается какое-то дело у вас в этот день. Неприятность вижу. Может произойти какая-то неприятность, какое-то ЧП. Ага, смотрите, и рядышком замок выпадает. Только что у скорпиончиков так было. Вот если у вас, допустим, знак Солнца Стрелец, а асцендент по Скорпиону, то вам надо прям вот не то что ухо держать востро, а прям перепроверять себя 5 раз. Потому что когда выпадает одинаково, да, по двум знакам, это прям вот надо особое внимание уделить. Неприятность, связанная либо с тайной, да, с каким-то секретом, либо, скорее всего, с замком. Ключ, замок, дверь, то есть какое-то вот ограждение может быть. Закрыто что-то, да, неприятность, потому что закрыто. Так, у вас подкова, удача, везение. Возможно, благодаря, да, вот везению какому-то, стечению обстоятельств, получится быстро все это решить. И плюс ножницы тоже показывают, что все, эта ситуация, она все равно решится, да, в этот день. Ну, просто вот что доставит какие-то, знаете, неудобства.
хорошо, проверяем, смотрим строго горизонтали, смотрим. Здесь нет, здесь нет совпадений, здесь нет совпадений и нет совпадений. Теперь строго по вертикали. Нет. Надежда, да. Надежда, да. Ну вот видите, будете надеяться на то, что все хорошо закончится с этой историей. Я думаю, что все хорошо закончится. Надежда. Затем документ не получается, потому что держит ножницы, держат уже половинку. Здесь нет, здесь нет совпадений и здесь нет совпадений. Смотрим, что получается в целом. У вас однозначно решается какой-то вопрос в этот день. День, в принципе, везучий, да, то есть вот вам просто везет в этот день. Ну, может быть, поэтому, да, вот решаются вопросы. Надейтесь, что все будет хорошо. И также вот неприятность, связанная с какой-то либо тайной, либо что-то закрытое. Ну, иногда, конечно, события могут и отдельно быть, да, то есть вы тайну узнаете как бы отдельно, а неприятность будет отдельно. У кого-то может и так быть, поэтому на это тоже нужно обращать внимание. Так что будьте начеку с неприятностью. Если будете внимательны, может быть, даже избежите ее. Мы для этого, в принципе, расклад и делаем, да, чтобы, понимая, что будет происходить, как-то себя немножко где-то обезопасить. Вот такая информация, стрельцы. Благодарю за внимание. Переходим к козерогам. Так, козероги. События для вас. Будем сейчас разбирать, что у вас. 12 октября. Вторник. События для козерогов. События для козерогов 12 октября. Ух ты, у вас сразу выпадает первое. Друг. Общение, встреча, звонок, переписка. Прям, скорее всего, с утра вы где-то увидитесь, встретитесь. Ключик. Прекрасно. Все в ваших руках в этот день. Вам вот подвластны, да, все какие-то проблемки. Тайна. Может быть, друг расскажет какой-то секрет вам, откроет. Рядышком выпадают. Документ, письмо, новость. Может быть, еще у вас в этот день. Обман не получается. Подарок. Может быть, подарок, конверт иногда проигрывается, да, дарите конверт. Вот, может быть, у друга какое-то событие. Так, прибыль не получается. И получается еще месть. Какой-то может быть конфликт, выяснение отношений или уже как результат какая-то возможность отомстить человеку, с которым у вас был недавно конфликт. Да? То есть подворачиваются такие условия, что вы можете сделать какую-то пакость. Ну, в принципе, иногда это и вам могут сделать, да, то есть как бы вам отомстить.
Но если это вы, да, у вас будет такая возможность, то я бы вам советовала этого не делать. Потому что потом вы за это будете отвечать. Даже если вы были, ну, скажем так, правы в этом конфликте, да, и правда за вами. Мы не наделены правом судить, да, и выносить вот эти приговоры. Поэтому нам этим заниматься нельзя. Так, злые языки не получаются. И здесь нет совпадений. Ну, я не вижу больше совпадений у вас. Получается, значит, однозначно первое событие обычно очень важное для вас. Вот как-то важен вам друг будет в этот день. Может быть, правда, у него какое-то событие, да, и подарок для него. Подарок, конверт. Конверт еще бывает, документ показывает. Документ, да, вот либо какую-то новость. Тайна, секрет. Может быть, тайна, да, вы подарок не рассказывали, какой подарок готовите, да, поэтому вот тайна. Ну, либо узнаете какую-то тайну. Ключ, кстати, ключ иногда, благодаря ключу открываются какие-то секреты, да, вот в этот день. Что-то, чего вы не знали, становится известным для вас. Тоже вот часто выпадает вместе с ключом. Ну и ключ всегда, да, вот решает всякие какие-то сложности, проблемки, препятствия. Если есть в жизни, то вот когда ключ, в этот день прям можно все это быстренько разрешить. И конфликт, не забываем, месть, да, то есть месть еще выпадает. Но тут я думаю, что это уже от вас зависит, проиграется это событие или нет. Вот такая информация у меня для вас, Козероги. Благодарю за внимание. Переходим к Водолеям. Так, смотрим события для Водолеев. 12 октября, вторник, Водолеи. Октября, вторник. Ух ты, у вас сразу первое, будильник. Время прям с утра. Самое важное событие, что-то связанное со временем. Куда-то опаздываете, спешите. Да, вот может, прям на время надо будет с утра куда-то. Ну, еще иногда показывает важная дата. То есть 12 октября какой-то важный день для вас. Тут уж каждый для себя поймет, да, о чем идет речь в этих часах. Надежда. Не, надежда, что, да, вот лечу, спешу, бегу, надеюсь, что успею. Так, прибыль, получение финансов. Казенный дом. Может быть, у вас какая-то встреча в казенном доме, да, или вам назначено в казенный дом. Может быть, даже деньги получать, как вариант. Поэтому вот казенный дом — это госучреждение, госструктура какая-то. И я думаю, что это, скорее всего, сюда вам надо на время. И часы всегда намекают о том, что может быть опоздание, глубокая печаль, сильные переживания. Видите, переживания, потому что что-то со временем вы там не успеваете, видимо. События в доме еще выпадают. События в доме и глубокая печаль рядом. Может быть, события связанные
с каким-то неприятным, да, вот, ну, не то, что неприятным, а с больным для вас, да, скажем так, событием каким-то. Может быть, какой-то день, да, ну, поминальный. Кого-то вы поминать будете. Может так еще иногда проигрываться события и глубокая печаль. Так. Сейчас, это я уже тут сбилась. Ничего я тут не попропускала. Ссора не получается, потому что здесь печаль, да. И смотрите, и сразу же выпадает, ну не сразу же, да, вот через время выпадает радость. Радость. Смотрим, что еще. Новость не получается. Здесь нет совпадений. Здесь нет совпадений. Нет. Здесь нельзя проверить, потому что нет карточки. Здесь нет. Друг, да, друг можно сделать. Сейчас только надо будет здесь перестановочку небольшую организовать. Друг. Может быть, друг вам поможет, да, как-то вот со временем. Или из-за друга будут проблемы со временем. Так, ну все, больше не вижу ничего для вас. Значит, получается, называю вам события, а вы уже там, да, поймете, как они у вас могут проиграться. У вас будет друг, надежда в этот день. Временное явление, то есть это что-то связанное с часами, да, то есть когда вы смотрите на часы, опаздываете. Госучреждения, посещения, едете по каким-то вопросам. Налоговая, полиция, прокуратура, суд, институт, университет, больница, то есть вот все государственные учреждения. Прибыль, получение денег, радость. И еще у вас может быть какое-то событие в доме, связанное вот с печалью в этот день. Вот так еще может быть. Так что вот такая информация у меня для вас. Благодарю за внимание, водолеи. Переходим к рыбкам. Посмотрим, что у рыбок будет в этот день. Так, сейчас я все возвращаю на свои места и смотрим для рыбок, что приготовил этот день, 12 октября. Рыбки, 12 октября, вторник. События дня для рыбок. Покажите мне. События дня для рыбок. 12 октября, вторник, рыбки. Надежда у вас первым событием выпадает. На что-то вы очень надеетесь во вторник. Мешочек с деньгами. Ну, может быть получение, но иногда проигрывается как и траты, да, то есть тоже не забываем и об этом.
Ну, что-то как-то у вас тут, видите, не очень на события. Вторник богат. Ну, иногда такие дни тоже нужны, да, когда просто день проходит спокойно, без всяких стрессов. Угу. Сейчас я еще периметр посмотрю, но похоже тут я больше ничего не увижу. Нет, есть еще подарочек. Возможно, вот придется потратиться на подарочек кому-то. Ну, может быть, даже и себе. Почему нет, да? Себе что-нибудь не порадовать себя. Так, здесь, значит, здесь нет картинки, мы не можем проверить. Здесь нет совпадений, нет совпадений. Здесь, ага, неприятность еще. Неприятность. Так, смотрим, здесь нет, и здесь нет совпадений. Получается, у вас, ну, надежда, я так понимаю, связана с вот этой неприятностью, да, то есть происходят неприятности, и, да, вот хочется ее как-то разрешить, решить, да, и поэтому вот есть надежды вот эти. Еще есть траты на какой-то подарок. Может быть, чтобы решить неприятность, да, нужно будет какой-то подарок кому-то подарить. Ну, презент, да, не подарок, презент какой-то для решения. Но это как вариант. Может быть, конечно, это все отдельно. Подарок отдельно, неприятность отдельно, да, деньги тоже отдельно. Неприятность – это какой-то ЧП, да, это когда мы невнимательны, когда мы что-то где-то забываем, теряем, упускаем, неправильно заполняем. Поэтому тут вот просто, если вы будете очень внимательны в этот день, то вполне возможно, вы эту неприятность просто избежите. Но тут вот надо прям быть начеку. Поэтому, что бы вы ни делали, вот прям каждое свое действие, каждое свое движение 12 октября нужно будет контролировать, да, вот как бы себя проверять, да, то есть не витать в облаках, да, и что-то делать, а прям вот все это делать осознанно. И тогда я думаю, что этой неприятности избежите. Вот такая информация у меня для вас, рыбки. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.